были отправлены сотни тысяч людей. Особенно усилились эти гонения в период так называемой культурной революции Мао Цзэдуна. Мрачные, страшные дни в истории древней страны. Произвол и насилие задели своим темным крылом миллионы людей. Мнимых преступников казнили и на площадях городов Восточного Туркестана. Еще вчера они были героями жарких боев за свободу. Сегодня попали под подозрение, оказались в камерах пыток. Они вынуждены были расстаться с родиной. Как и тысячи многих других, Гани Батур оставил свой край. Говорит Ашир Вахидов, один из вожаков молодежного движения в Восточном Туркестане. Борьба за свободу и независимость уйгурского народа выдвинула немало героев. Гани Батур вобрал лучшие черты борцов за правое дело народа. В дни революции он был прекрасным организатором, и народ отвечал ему горячей любовью. Его авторитет, его горячее слово не давали маоистам проводить свою политику в Синьцзяне. Они старались избавиться от таких людей, как Гани Батур. И для этого использовали самые гнусные методы. Добивались, чтобы Гани Батур и другие участники национально-освободительного движения покинули свою родину. Они покидали родные края, спасаясь от пули, тюрьмы, ссылки в безлюдные степи. Советские люди с открытой душой приняли беженцев из Синьцзяня. Они нашли приют и на казахской земле. Со своей семьей переехал в Советский Союз и Гани Батур. Ben özüm Şarkı Türkistan'da doğulgan. Şu yerde ata-babamızın şu yerde yaşargan. Я родился и вырос в Восточном Туркестане. Там могилы моих предков. Я 2 года, 8 месяцев сидел в тюрьме Гоминдана. Уничтожил 3 стражников, взял их оружие, бежал из тюрьмы и ушел в горы. Там организовал партизанский отряд. Мы храбро сражались за счастье народа. Повстанческая армия вместе с партизанами победила гоминдановцев. Потом наша республика вошла в состав Китая. Но скоро политика в Китае изменилась. Маоисты стали преследовать участников революции в Синьцзяне. Пришлось и мне покинуть родину. Гани Батур всегда рад этим встречам. К нему приезжают товарищи по совместной борьбе, деятели культуры, писатели, музыканты. Старый друг и сподвижник Гани Батура Гафур Кадырхаджаев. Эту песню очень любит Гани Батур, Гани Ака. Мы часто встречались в Синьцзяне, встречаемся и сейчас.
Я играю, и мы вспоминаем нашу родину, родные места. Спасибо советским людям, казахскому народу, что приняли нас как родных. Мы живем здесь, как все. В братской семье советских народов, равные среди равных, свободно и счастливо живут сегодня уйгуры на территории Казахстана в республиках Средней Азии. Среди них немало передовиков производства, знатных хлеборобов, ученых, писателей. Самые высокие урожаи кукурузы в Казахстане получает герой социалистического труда Марьям Ниязова. Один из лучших колхозов республики возглавляет Эмир Билалов. Трудовыми подвигами прославилась Адалят Зайнавдинова, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета Казахской ССР. Дети уйгуров обучаются на родном языке. Выходят в свет многотысячными тиражами газеты и книги на уйгурском языке. Важнейшие проблемы истории, языка и культуры родного народа изучают сотрудники крупного отдела уйгуроведения